Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире передача «Первая помощь». С вами Елизавета Алексеева. Сегодня наш разговор об алкогольной интоксикации у подростков. Подростки и алкоголь – больная тема для взрослых. Подростковый возраст – это переход от детства к новой взрослой жизни, когда возникает психологическая, эмоциональная ломка, меняются взгляды. Дети учатся отстаивать и формировать свои убеждения. Нарушение установленных запретов и употребление спиртного – очередной процесс взросления вашего ребенка. Приобщаясь таким образом ко взрослой жизни, дети заставляют родителей признать, что они перестали быть детьми. Но при этом подростки абсолютно не задумываются о влиянии алкоголя на собственное здоровье. О том, как влияет алкоголь на растущий организм, рассказывает заместитель главного врача бюджетного учреждения Канашский межтерриториальный медицинский центр, врач-нарколог Наталья Сергеевна Альжева. Вот когда подростки употребляют алкоголь, вот лично я, как нарколог, вижу здесь две основных таких проблемы, больших очень. Во-первых, это токсическое действие алкоголя на организм. Причем вы знаете, что молодые люди у нас до 21 года растут. Они могут вытянуться в рост, у них растут вместе с ростом растут и кости, и сосуды, и все органы, которые вот есть в организме. А девушки у нас тоже растут до 18, до 20 лет. И все мы знаем, что лучше всего, когда девушки становятся мамами после 18, это как раз и связано с тем, что у них организм уже вырос и стал взрослым, подготовился к тому, чтобы быть и матерью, и вступать во взрослую жизнь. И вот когда молодые люди вот до этого возраста начинают употреблять алкоголь, понимаете, алкоголь ведь чем опасен? Он разрушает мембрану клеток, он растворяет жиры, которые находятся в мембране клеток, и от этого страдают абсолютно все органы в организме. Вот мы привыкли связывать алкоголь с циррозом печени, да, с какими-то судорогами, с чем-то еще, а фактически страдают абсолютно все органы, начиная от желудка. Вот, например, когда человек выпьет, считается, есть такие исследования, что если человек выпьет 10 миллилитров алкоголя, крепкого, водка или, может быть, даже там спирт, то у него 10 дней сохраняется ожог слизистой желудка размером в 10 квадратных сантиметров. И вот мы забываем об этом. Алкоголь впитывается в кишечнике, в желудке, впитывается в кровь, повреждаются эндотели сосудов, повреждаются клетки сердца, повреждаются легкие, головной мозг и репродуктивная система, что вот особенно опасно для девушек, которые в раннем возрасте начинают употреблять спиртное. Конечно, знаете, когда мы говорим о материальных вещах, например, вот если мы строим дом, мы ведь никогда не построим первый этаж кирпичный, второй деревянный, третий опять кирпичный. Мы знаем, что это неправильно, что это вот разрушится этот дом, так ведь? А когда растет организм, это тот же самый дом строится. Растут клетки, на одни клетки нарастают другие клетки, эти клетки делятся. И вот если получается такая же вот система, что вот если молодой организм растущий начинает употреблять алкоголь, в какие-то моменты вот это токсическое действие, это получается как между кирпичными этажами заложили дерево, деревянные стены. Вот в целом, конечно, может быть, это не очень заметно в первое время, но в последующем у этого человека могут быть проблемы со здоровьем, и они возникнут быстрее, чем у человека, который не употреблял алкоголь. И для детей это, конечно, для детей и подростков это очень опасно, особенно для девушек, которые вот в будущем станут мамами, потому что репродуктивная система, она наиболее не защищена в этой ситуации. Второй момент, который есть при употреблении подростками алкоголя, это такой момент, что, во-первых, это пробы. Это первые пробы, когда человек не знает, как спиртное на него подействует. И очень велика опасность сильного опьянения, которое может привести, объясню сейчас. Выпил человек немножко спиртного, через 5 минут появилась легкость в голове. Ага, приятно. Выпил еще немножко. Взрослый человек знает, что вот этот алкоголь, он постепенно будет всасываться, и клиника опьянения будет усиливаться, состояние опьянения будет усиливаться. Молодые люди, когда начинают пробовать, у них нет такого опыта, и они могут за короткий промежуток времени выпить очень много. И у нас бывают ситуации, когда поступают подростки в состоянии тяжелого опьянения. Не потому, что они хотели напиться, а просто потому, что они не понимают, что так будет.
бывают ситуации, когда в таком состоянии опьянения могут случиться какие-то травмы. То есть нарушается в состоянии опьянения координация, могут дети получить травму. Бывает, что в этом состоянии они не очень хорошо свое поведение контролируют. Бывают какие-то драки, какие-то ссоры, еще что-то. И бывает так даже, что попадают в больницу в состоянии комы. А вы понимаете, что сильное опьянение оно может даже привести и к смерти, к летальному исходу. Вот этот момент очень опасен. И кроме того еще есть такой момент, как формирование зависимости. То есть подростки, у них психика не сформирована, головной мозг до конца еще не вырос, и у них нарушаются обменные процессы в головном мозге, быстрее формируется зависимость к спиртному. Поэтому если человек чем раньше начинает употреблять алкоголь, тем больше у него риск развития в итоге зависимости алкоголя, то, что называется в народе алкоголизм. С целью привлечения внимания общественности к употреблению спиртосодержащих напитков подростками мы провели опрос среди горожан. Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, как вы относитесь к распитию спиртных напитков подростками? Нельзя. Не рекомендуем. Ни в коем случае, если по праздникам немножко. По праздникам я могу вообще. По праздникам тоже. Не сам, потому что не пьют. Поэтому я не могу сказать такой спиртный. Плохо. Очень отрицательно. А если по праздникам или немножко, или может у кого-то повод есть, свадьба, день рождения? Нет, это повод может быть каждый день. Нельзя, никак нельзя. В наши времена мы из отцов, отцы у нас не разрешали, матери. А сейчас все положено. Нельзя. Мы их ругаем, нельзя, говорим. Они сейчас у нас очень крутые, они могут их послать. Вот так. В наши года они стеснялись. Естественно, отрицательно. Это как так не представляю. Молодежь наша. Тут я ничего не могу сказать больше. Только отрицательно. Я отношусь, чтобы дети, подростки не пили, не курили, чтобы учились. Сейчас только учиться, и учиться надо. Хоть на рабочего по специальности сейчас требуется и на северах, везде только рабочие руки нужны. А пить это, конечно, нельзя. Такое пагубное, это от него очень трудно выходить с этого состояния, если пить. Отрицательно, подростки не должны пить. А если как говорится, по праздникам, на Новый год, день рождения, немножко, на донышке? Нет, подростки нет, ни в коем случае. Отрицательно полностью. Мы подростками были, мы этого даже не знали в наше время. Я по себе сужу. Что вы сделаете, если увидите подростка в сильном алкогольном опьянении? Ясно дело, мимо нельзя проходить или к родителям, или как-то стараться, чтобы домой дошел, где живет, чего узнать. Вызову скорую помощь. Если он не сможет идти, будет ему очень плохо, в тяжелом состоянии, в таком опьяненном, я вызову скорую. Если там подойду, скажу, чтобы не пили. Подводя итоги опроса, хочется отметить, что отношение общественности к распитию алкогольных напитков подростками однозначно отрицательное. Но, к сожалению, мало кто задумался, что подростку в состоянии сильного алкогольного опьянения, возможно, нужна скорая помощь. Каковы же признаки отравления алкоголем? Всасывание алкоголя происходит как в желудке, так и в кишечнике. И, как правило, заканчивается через 1-2 часа. Это время варьирует в зависимости от принятой пищи, выпитого количества и содержания алкоголя в напитках. Выделяют легкую, среднюю, тяжелую степени алкогольной интоксикации. При отравлении алкоголем легкой степени появляется легкое, едва заметное покраснение кожных покровов и значительное расширение зрачков. Как правило, повышается потоотделение. Определить легкую степень можно и по громкому голосу, категоричному поведению и несвязанному выражению некоторых своих мыслей. Также присущи размашистые и неуклюжие движения. Можно заметить незначительные нарушения в мимике и снижение общей концентрации. Подросток начинает делиться своими тайными переживаниями, постепенно теряет контроль над своими высказываниями.
При алкогольной интоксикации средней степени общее состояние значительно ухудшается. Сначала отмечается эмоциональное, речевое и двигательное возбуждение, состояние эйфории, затем развиваются депрессия и адинамия. Происходит еще большее замедление мышления. Речь становится малосвязанной и спутанной. Выпивший начинает теряться во времени и окружающем пространстве. Достаточно часто наступает состояние, при котором теряется контроль над совершаемыми поступками и словами. Подросток начинает совершать необдуманные поступки, становится агрессивным. Некоторые, наоборот, испытывают сильную подавленность, уходят в себя и резко изменяются в настроении, становясь грустными и самокритичными. Можно наблюдать также отсутствие некоторых болевых ощущений, что чревато различными травмами. Постепенно подросток впадает в сонливое состояние, плавно перетекающее в глубокий сон. При тяжелой степени алкогольной интоксикации типичные признаки – это тошнота и рвота. Обычно выпивший не в состоянии самостоятельно держаться на ногах. С большим трудом можно привлечь его внимание. Контактировать с подростком практически невозможно. Его речь бессвязна и невнятна. Он бормочет что-то невразумительное, повторяет бессмысленные фразы и слова. Он может быть заторможенным и вялым или, напротив, излишне возбужденным. Отмечается бледность кожи, сухость во рту, частый пульс. В этой стадии нередко наблюдаются различные формы глубокого расстройства сознания. Возможны серьезные проблемы с дыханием. Наблюдаются сбои сердечного ритма. В некоторых случаях сердце и вовсе может остановиться. Подросток может потерять сознание вплоть до того, что не будет реагировать даже на нашатырный спирт. Могут появиться симптомы удушья, снижается общая температура тела. Такое отравление характерно для употребления некачественных спиртных напитков и суррогата. При остром отравлении спиртными напитками у подростков легко может развиться алкогольная кома. Она имеет более серьезные последствия для организма. Кома проявляется отсутствием сознания, западением языка, попаданием рвотных масс в дыхательные пути, а также обильным выделением мокроты и слюны. Дыхание становится неравномерным и прерывистым. Кожные покровы приобретают бледный, а иногда и синюшный оттенок. Наблюдается резкое снижение артериального давления, судорожные припадки и неконтролируемые опорожнения. Следует помнить, что алкогольное отравление может привести к достаточно серьезным последствиям для здоровья подростка. Оно может закончиться инвалидностью. Переохлаждение в пьяном виде приводит к воспалительным заболеваниям легких и верхних дыхательных путей и других органов. В зимнее время могут привести к обморожениям. Во многих случаях алкогольное отравление приводит к летальному исходу, если подростку вовремя не оказать первую помощь. Если у подростка отмечаются признаки острого отравления алкоголем, то начинать оказывать первую помощь требуется незамедлительно. Несколько секунд промедления могут стоить ему жизни, так как слабый организм подростка не содержит ферменты в нужном количестве для расщепления спиртных напитков. Немедленно нужно вызвать скорую помощь для экстренной госпитализации. В стационаре будет оказана квалифицированная помощь и произведено соответствующее лечение в зависимости от того, чем было вызвано отравление – алкоголем или его суррогатами. Что можно сделать до прибытия бригады скорой помощи? Если пострадавший в сознании, то нельзя давать ему засыпать. Необходимо удалить остатки алкогольных напитков из желудка. Предварительно нужно перевернуть подростка на бок или поднять в вертикальное положение. Это предотвратит захлебывание рвотными массами. Затем нужно вызвать рвоту и промыть желудок. В домашних условиях можно дать выпить 2-3 стакана подсоленной воды, далее провоцировать рвоту и так до тех пор, пока из желудка не будет выходить практически чистая вода. Чтобы вызвать искусственную рвоту, достаточно надавить на корень языка пальцами. Но при этом необходимо постоянно контролировать, чтобы у больного не западал язык. Западение языка приводит к удушью. При потере сознания провоцировать рвоту нельзя. Надо положить пострадавшего на бок, ослабить одежду, проверить пульс, дыхание. И надо следить за тем, чтобы язык не западал и рвотные массы не попали в дыхательные пути. Чтобы попытаться привести пострадавшего в чувство, можно дать ему понюхать нашатырный спирт и растереть уши. Чего нельзя делать при передозировке алкоголя? Запрещено оставлять потерпевшего одного, тем более, если он лежит на спине. Кто-то должен быть рядом с пострадавшим до прибытия бригады скорой помощи. Нежелательно отпаивать больного кофе. Это быстро приводит к обезвоживанию организма. Чтобы избежать беды, взрослые должны контролировать своих подростков, знать всех друзей своего ребенка, чтобы вовремя уберечь от возможных последствий и опасного влияния со стороны. Также нужно осознавать, что подросткам нужно иметь доверие родителей, моральную поддержку, всесторонний интерес и взаимопонимание. Благодаря этому подростки учатся безболезненно пережить трудный возраст
возраст и вступить во взрослую жизнь, не омрачая свое будущее вредными привычками. Наша передача подошла к концу. До свидания. Берегите себя и своих близких.